Обращаюсь в сторону, у вас есть вопросы к представителю Джоркинш? Можно сидя, микрофон. Не забывайте, у нас ведется стенограмма. Так, я буквально вот хотел бы еще раз уточнить. Вот вы сказали, что в соответствии с главой 14 судом было правомерно наложен арест, но в этой же главе 14 говорится именно о том, что арест может быть наложен в пределах долга. Если я правильно прочитал это постановление на арест, Шадыева подала иск о взыскании 300 тысяч долларов, в то время как один только участок Гушленко стоит 1,5 миллиона, а арест был наложен на 3 объекта недвижимости. То есть, как вы считаете, есть ли тут соразмерность? И законно ли это решение? Вы правильно заметили, есть нормативное право. Давайте я снимаю ваш вопрос в той части, когда вы спрашиваете о законности этого решения. Все. Вы, что касается и вас, уважаемые представители стороны ответчика, и вас, подобные вопросы и давать оценку о законности каких-то состоявшихся судебных актов, предшествовавших предмету рассмотрения Конституционного суда, прошу не давать. Так, Гражданско-процессуальный кодекс предусматривает норму, где подается исковое заявление и в целях обеспечения иска накладывается арест на имущество. В случае вот в таких случаях при строительстве судья, не приостанавливая строительство здания, может наложить только в том размере, в каком было определено исковое заявление. Вы абсолютно правы. Это будет рассматривать суд первой инстанции в общем порядке. Есть у вас еще вопросы? Нет вопросов. В микрофон ответьте. Нет вопросов. У вас, господин Гушленко, есть вопросы? Нет вопросов. Уважаемые судьи, есть вопросы? Да, пожалуйста. В практике, насколько я знаю, Дабек Асмалиевич работал судьей. Вот когда идет процесс, и судья для себя определяет, что необходимо в целях обеспечения обязательств наложить арест, и видя собственника этого имущества, может ли привлечь или обычно привлекает его в качестве заинтересованного лица или третьего лица, да, в рамках вот этого дела обычно, да? Да, здесь законодатель предусматривает в таком случае, в гражданском процессе судья не имеет права самостоятельно привлекать третьего лица. В экономическом деле, то есть в административном деле, судья имеет право привлекать самостоятельно в качестве третьего заинтересованного лица. Но когда поступает исковое заявление в суд, судья не знает, кому принадлежит. Факт, что заявитель есть, ответчик есть, и на имя ответчика, где бы не были зарегистрированы какие-либо имущества, на всех накладывает арест и дает определение о наложении ареста, и это исполняет, соответственно, ГРС, либо УГАИ, департамент сейчас УНА, да, и везде. И судья не знает, кто является дольщиком, в данном случае Гушленко, что он дольщик, либо что имеет отношение к этому делу, судья может и не знать. Он накладывает, и в дальнейшем уже они сами заинтересованно должны были участвовать в процессе. То есть гражданское дело не допускает привлечения, если память не изменяет, сейчас, конечно, кодекс не читал, но в административном порядке судья самостоятельно имеет право привлекать, а в гражданском порядке судья самостоятельно не наделен таким полномочием, только по ходатайству участника процесса привлекает в качестве заинтересованных лиц. Так, все, да? Присаживайтесь. Ваша честь, я извиняюсь, конечно, можно буквально один еще вопрос тогда, да? Вот просто в свете... В порядке исключения. Вы, Да, спасибо, когда вам спасибо. предоставлено, это говорит я о том, что вы должны быть готовы. Нет, я просто не ожидал, что член коллегии задаст такой вопрос. Вот вопрос такой. Должен ли судья, налагающий арест, убедиться в том, что это имущество, на которое он накладывает арест, принадлежит ответчику?
Судьи такое полномочия не дано. Судья вот, у него вот имеется только исковое заявление и приложенные к нему документы и плюс заявление о наложении ареста. И все. Ну, В то есть, течение сутки судья принимает решение, в течение сутки, не позднее следующего дня, он должен принять решение либо об удовлетворении, либо об отказе. Об этом имеется, вот глава 14 предусматривает. ну, то есть судья может наложить арест на любое имущество, даже не принадлежащее ответчику, не имеющее отношения к этому делу. Исполнение судебного акта производит не судья, исполнение судебного акта производит органы, государственные органы. То есть КРС, либо УНА. Он ответил на ваш вопрос. Хорошо? Еще вопрос. Присаживайтесь.